Можешь и мне налить апельсиновый сок? Постой. Это папа? Скажи, пусть приедет быстрее. Алло? Что? Что случилось? Что случилось? Ответь. Что случилось, Чинар? В отца стреляли. Мужчина, 49 лет, получил около 4 пуль. Группа крови 2 положительная. Он без сознания. Пульса нет. Будем использовать адреналин. Когда стреляли? Ничего не сказали? Не знаю, Дога. Не дави на меня. Я рассказал все, что мне сказали. Хорошо, езжай быстрее. Папа! Папа! Хорошо, успокойся, Дога. Папа! Успокойся. Папа, мы здесь, мы рядом. Папа! 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 Папа, ты слышишь меня? Не оставляй меня, папа! Оставайтесь здесь. Позвольте нам, пожалуйста. Дога, отойди. Папа! Отойди. Папа! Отойдите. Отойдите, прошу. Дога. Оставь. Дога. Успокойся, хорошо? Папа сможет это перенести. Ты ведь знаешь, что он сильный. Он поправится, хорошо? Нам нужно успокоиться. Хорошо? Успокоимся. Папа! 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 Что если папа не сможет выйти из операции? Ты не видел его лицо? Он был без сознания. Что если папа умрет? Дога, не смей. Я больше этого не услышу, не смей. Дога. Дога, посмотри на меня. Папа будет жить. С ним ничего не случится, ты поняла? Обещаю, он будет жить. Дога, с ним ничего не случится. Папа будет жить. Твой отец покончил жизнь самоубийством, сынок! Я не твой сын! Я сын Джиляля Чакыра! Я сделал все правильно. Сделал все правильно. Иди, Ризгар. Я не хотела рассказывать этого. Я старалась. Единственной моей целью было защитить вас. Но теперь вы должны знать это. Вы должны знать эту правду. Я бы хотела, чтобы ваш отец остался в вашем сердце хорошим человеком, но, к сожалению, это неправда. Что происходит, Хандан? В день, когда умер ваш отец, мне позвонили. Одна женщина позвонила мне. Сказала мне, что мой муж мне изменяет.
Сказала, если вы не верите, можете приехать и увидеть своими глазами. Почему ты не сказала ей, что твой муж такого не сделает? Разве ты не узнала Джеляля? Мама, я поехала в тот отель. Поднялась в тот номер. Я своими глазами видела, как Джеляль изменяет мне. Нет, мой отец не такой. Он бы не сделал такого. Мама, что происходит? Что это за глупости? Почему ты пытаешься нам это рассказать? Что ты такого сделала, что обвиняешь теперь моего Джеляля? Женщина, что была рядом с вашим отцом, Эмель. Оказывается, они встречались уже 7 лет. Он изменял мне. Эмили это подтвердила. Смотря мне в глаза, все в деталях рассказала. Лгуня! Бессовестная! Клевета. Уже поздно, мама. Тетя Эмель мне все рассказала. Не нужно клеветать на нее. Что? Тот человек стрелял в моего отца. Это был этот человек. Это сделала мафия. Придет и его время. Сейчас только молись, Дога. Дога, садись. Не пойдет никому на пользу это твое состояние. Не вмешивайся. Дога, папа спасется, поверь мне. Ничего не будет. Мне доверять тебе? Кто ты такой, чтобы я доверяла тебе? Тебя не было больше 6 лет. Я только нашла отца. Я не смогу его потерять, понятно? Хватит, скажите что-нибудь! Объясните что-нибудь! Дога, садись, пожалуйста. Успокойся. Пульс стабильный, можем начать переливание крови. О чем ты говоришь, сынок? Какую ложь она тебе рассказала? Всего лишь показала видео. Все и так было видно. Не нужно было ничего рассказывать. Что за видео, Ризгар? А? Человек, который сбил отца и сбежал, это видео. Сынок, эта женщина лжет. Не верь этой женщине. То, что я сказал, не удивило тебя. Ты и так знала, кто убийца, не так ли, мама? Мама, о чем это, Ризгар? Мама, что происходит? Что? Ризгар, что ты видел в этом видео? Что там было? Убийца нашего отца, Мехмед Муслуглу! Это он убил нашего отца! Это он его сбил! Я говорила, что-то с ним не так. Разве не говорила? Говорила. Ты ведь знала, мама? С самого начала знала, скажи же! Признайся! Это правда? Мама, ответь. Ты знала? Это правда, мама? Этот мужчина. Это ведь он убил. Тот человек убийца. Скажи правду, мама! Ваш отец покончил с собой. На этом все. Потому что у него не было смелости встать перед вами после всего, что он сделал. На этом все.
Что ты говоришь? Ты смотрела видео? Сынок, не нужно мне ничего смотреть. Я и так это все прожила. Мехмед рассказал мне все. Я ему поверила. То есть ты поверила убийце нашего отца? Кто этот человек, мама? Как ты можешь ему доверять? Рюзгар смотрел это видео. Дочка, эта женщина смогла смонтировать это видео, вы не понимаете? Что я вам объясняю? Я говорю, они 7 лет встречались. 7 лет он мне изменял. Ты ходил в полицию? Подал заявление на него? Это уже не нужно, бабушка. Потому что я его убил. Что? Что? Рюзгар, что ты сделал? Сынок, что ты сделал? Что ты сделал, Рюзгар? Адвокат Мехмед Муслоглу, занимавшийся делом по обвинению бывшего подсудимого Хакана Каи по прозвищу Дядя и получивший угрозы, сегодня утром был подвергнут нападению. При сегодняшнем нападении Мехмед Муслоглу получил 4 пулевых ранения. На данный момент Мехмед находится на операции. Судя по полученной информации из больницы, жизнь Мехмеда Муслоглу все еще в опасности. Хандан, включи телевизор, быстрее! Хакан Кай, оказавшийся под домашним арестом с целью контроля его деятельности, в связи с последними обновлениями, в заявлении, которое сделал посредством своих адвокатов, полностью опроверг все обвинения касаемо того, что он имеет какую-то связь с данным инцидентом. Еще неизвестно, кто совершил данное преступление. Стало известно, что показания Мехмеда Муслоглу, которые мы надеемся придет в себя, будут критически важны. Что ты сделал, Рюзгар? Ради Аллаха, что ты сделал? Разве ты такой человек? Я не жалею, мама. Я все сделал правильно. Я с ума сойду, еще говорит, что не жалеет. Как ты можешь так поступить, Рюзгар? Кто-то тебя видел? Я повторяю, кто-то видел тебя? Рюзгар, ответь, кто-то тебя видел? Не знаю. Никого не было, наверное. Выстрелил в безлюдном месте. Что ты говоришь, ты мафия? Или же бандит? Не понимаешь? Ты никому ничего не скажешь, слышал? Бабушка, пока я не сообщу, ты не выйдешь из дома. Никто ничего не скажет. Никто. Бабушка, следи за ними. Если случится что-то, позвони мне. Пойдем, мама, поговорим. Мама, Рюзгар не может попасть в тюрьму. Он не сможет там жить. О, мой Аллах. Ты слышала слова, которые сказал маленький ребенок? Я с ума сойду. Как она вошла в его разум? Отравила его, я не понимаю. Мама, я не могу отправить брата в тюрьму. Я сделаю все, чтобы защитить его. Мама. Мама, соберись. Ты мне нужна. Я не смогу сама с этим справиться. Прошу, ты должна мне помочь, хорошо? Да. Дай Аллах, Мехмед не умер. Дай Аллах, с ним ничего не будет. Как мы посмотрим в глаза этой девочки? Как будем жить с таким стыдом? Мама. Ладно, но если будешь так делать, нам конец. Прошу, помоги мне, пожалуйста. Соберись, хорошо? Ясемин, пойдем к девочке в больницу. Она скорее в подавленном состоянии. Хорошо. Хорошо, мамочка, хорошо. Иди, но не смей. Рядом с Дугой не подавай виду. Не дай ничего понять. Сначала поймем, что случилось. Как мы с этим справимся, Ясемин? Звони Чукран. Нет, стой. Не смей говорить ей. Чем меньше людей знают, тем лучше, хорошо? Сестра?
Я сейчас еду в больницу. Ты иди в заведение. Товар должен прийти. Почему мне не идти в больницу? Ладно, хорошо, раз ты так говоришь. Не оставляй меня без вестей. Хорошо, хорошо. Не оставлю без вестей. Я поговорю с Рюзгаром. Все, как говорили. Не забывай. Хорошо, хорошо. Тебе-то что? Тебе-то что до Мехмета до Ахмета? Тебе-то что? Ты сиди, где сидишь. Что тебе в больнице делать? Мне-то что? Кто сделал Хандан столько добра, если не этот человек? Если в меня выстрелят, ты не побежишь так в больницу. Хандан говорит не идти. Я в заведении. Чем мог, помог. Если говорить про добро, то сколько я сделал со смерти Джиляля? Но знает ли мне кто-то цену? Нет. Я человек, которому надо ставить статую, но... Кто это видит? Кто это знает? Да, Ешар, да. Рюзгар, у кого ты взял оружие? Рюзгар, отвечай. У кого ты взял пистолет? Кто помог? Ты не смотрела видео, сестра. Он сбил папу и уехал, оставив так. И все несколько месяцев был рядом с нами. Рюзгар, смотри, с этим делом нет шуток, брат. Будешь много лет в тюрьме сидеть. Молись, чтобы господин Мехмет остался жив. Скажи, давай. Кто тебе помог? Это Эмель дала пистолет? Рюзгар, я с тобой говорю. Зять. Зять? Это он тебе помог? Он дал пистолет? Иди сюда. Как мы и говорили, никому ни слова, хорошо? Я помогу тебе, не позволю гнить в тюрьме, хорошо? Иди. Мама, смотри, все, что я рассказала, это правда. Но уже не осталось смысла, потому что случившееся не изменить. Мой сын не сделал бы такого. Говори, что хочешь, я не поверю. Эмели Джиляль. Разве может быть? Не может быть такого. Ах, мама, ах. Смотри, и ты, и я матери. Ты страдаешь по своему сыну, а я по своему, понимаешь? Но вот бы этого не произошло, мама. Вот бы ничего этого не было, и мы бы не проживали эту боль. Но что случилось, того не миновать. Ясемин. Мама, давай пойдем, надо идти. Сынок, я твоя мама, не оставлю тебя. Я сделаю все, чтобы спасти тебя, хорошо? Эта женщина обманула тебя, я знаю. Она все устроила. Я уверена. Я вытащу тебя из этой ошибки. Ты не переживай. Ты скоро поймешь правду. Мама, Ферид знал, поэтому он пришел внезапно просить меня. Ясемин, ты же веришь мне? Мамочка, конечно, верю. Но сейчас другая тема. Смотри, я рассказала ему все, чтобы его мама держалась от нас подальше. Значит, он знал. Да. Тогда я пойду к Эмель, мама. Что? Не глупи, Ясемин. Куда ты пойдешь? Не устраивай мне проблемы. Смотри, как запудрила мозги парню, и тебе запудрит. Мамочка. Ладно, но нам надо понять проблему этой женщины, узнать, что у нее на уме. Прошу. Хорошо, но будь осторожна, пожалуйста. Ладно, не переживай, давай идем. Что случилось, Афе? Убежал в горы, пропал, стал пеплом? Смотри, снова вернулись к начальной точке. Разве стоило столько бегать? Где видео? Где эти записи? Я давно отдал эти записи Мехмету. Перестань уже врать.
Скоро увидишь и так. Мехмед знает, как использовать эти записи. Этот человек уже не в состоянии что-то сделать. Ладно, не это наша тема. Что ты говоришь? Куда ты идешь? Что случилось с Мехметом? Слушаю, Йылдырым. Он говорит, что отдал записи Мехмету, госпожа. Больше не имеет смысла, Йылдырым. У нас есть более хорошие записи. Что делать с Эфе? Оставь так. Возвращайся домой. У нас есть дела. Хорошо. Убийца нашего отца Мехмед Муслоглу! Ты подал в полицию? Не осталось нужды, бабушка, потому что я убил его. Выстрелил в безлюдном месте. Тетя Хандан, моего папу не смогли защитить. Эти мафиози это сделали, я знаю. Единственное, моя, ты не опускай руки, ладно? Смотри, папа расстроится, когда увидит тебя такой. В грудь папе попало 4 пули. Если с ним что-то случится... Ничего не случится. Он сильный. Увидишь, как встанет на ноги и придет. Ладно? Не думай о плохом. Где Рюзгар? Почему не пришел? Я пришла, как услышала. Мне стало плохо, поэтому... Рюзгар тоже придет. Сейчас, наверное. Он мне сейчас очень нужен. Он лучше всех меня поймет. Пусть не повторится, Чинар. Останется, госпожа. Папа сильный. Справится с этим. Справится. Дай Аллах. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вытащили пули. Он потерял много крови. Есть повреждения внутренних органов. Сейчас он в реанимации. Если все будет в порядке, ночью сможем перевести в палату. Но эти сутки очень рискованные. Рано что-либо говорить. Я хочу увидеть папу. Сейчас это невозможно. Потом. Но ему надо услышать мой голос. Ему нужно знать, что я рядом. Увидите, когда переведем в палату. В таком состоянии видеть его не пойдет ни вам, ни ему. Пусть будет в прошлом. Спасибо. Тетя Хандан, сделай что-нибудь, пожалуйста. Сходи, поговори, я не смогу не увидеть папу. Пусть меня пустят. Я хочу войти, пожалуйста. Хорошо, дети, я сейчас приду. Вы ждите здесь, ладно? Состояние девочки совсем нехорошее. Она не сможет больше так ждать. Пожалуйста, я умоляю вас. Ненадолго, пусть увидит и выйдет. Пусть успокоится. Обещаю, я тоже буду рядом. Мы не останемся надолго внутри. Правда, больше ничего не хочу. Вы подождите, я поговорю. Дога. Я поговорила, с трудом позволили. Мы сможем немножко побыть внутри. Хорошо, вы тоже пойдете со мной, да? Не оставите меня одну? Я рядом с тобой, не оставлю одну. Мне хватит обнять и поцеловать его. Больше ничего не нужно. Спасибо вам. Папа спускался в морг с Рюзгаром. Теперь я с вами иду в реанимацию. Жизнь очень странная. Да, единственная моя. Жизнь действительно странная. Ты готова?
Что с тобой сделали? Папа, я пришла, я здесь. Смотри, я никуда не уйду. Я здесь, за дверью, ладно? И тетя Хандан здесь. Она заботится обо мне. Ты не думай обо мне. Не переживай, ладно? Я в порядке. Я жду тебя. Пожалуйста. Дорогой папа, давай, пусть отдохнет немного. Мы пойдем. Он услышал мой голос, тетя Хандан? Я думаю, услышал. Твой голос придал ему сил. Не переживай. Пусть переведут в палату, тогда спокойно поговоришь с папой. Твой голос его излечит. Ты жди меня, Дога, я иду. Мехмед, прости меня, прошу. Я задержала разговор с детьми, и я не должна была бояться. Но прошу, прости меня. Мы все нуждаемся в тебе, Мехмед. И я нуждаюсь. Прошу, не оставляй меня одну. Умоляю, Мехмед, не смей уходить. Не оставляй меня одну. Вы смогли поговорить, Дога? Как Мехмед? Будь он в состоянии говорить, его бы в палату перевели. Когда Чинаш сказал, вы зашли увидеть. Зашли увидеть, а не поговорить. Дога, Суда ничего не сказала. Он выглядел хорошо. Дай Аллах, будет лучше. Ты в порядке, дочка? Добро пожаловать. И мне покажи видео. Рюзгару не поверила? И мне покажи видео, я сказала. Что за нервы, Ясимин? Что за злость? Успокойся немного. Я жду. Ладно, что ж. Раз ты так настаиваешь, и тебе покажу видео. Это полное видео. Ах,
Часть про самоубийство. Я этого не знаю. Это утверждение Мехмета. На видео ничего такого нет. Где ты нашла это видео? Кто ищет, тот найдет, Ясемин. Почему не пошла ко мне? А? Почему мне не показала? Почему ты показала это маленькому ребенку? Какая у тебя цель? Что-то случилось? Ничего не случилось. Я просто спрашиваю. Ну, не знаю, новости о Мехмете известны. Но послушай, Ясемин. Не смей, я расстроюсь. Что опять происходит? Перестань врать! Маска с твоего лица упала. Мы все знаем, какая ты. Это все ты спланировала, да? Ты усердно работала над тем, чтобы причинить вред моему брату. Я только видео показала, Ясемин. Я не знаю, что произошло после этого, но очевидно, что-то было. Я пойму, если расскажешь. Зачем? Зачем? Почему? Человек, который преследовал нашу семью, который запачкал и разрушил ее, это ты! Чего ты от нас хочешь? Ой-ой, это прямо слова твоей мамы. Те же самые. Вы оба невероятно скучные люди. И видео посмотрела. Выйди, уйди и оставь меня в покое немного. Да ты... Ты сгнивший человек. Да ты грязная. Раз я такая, то почему твой папа был со мной? Не смей. Не смей. Даже не вздумай. Я заставлю тебя заплатить за твои поступки, Эмиль Карахан. Не забывай, что я сказала. Я по одному заставлю заплатить за то, что ты сделала моей семье. Ты сначала лучше спаси своего брата от бед, а потом будешь угрожать мне. Ясемин, минутку, что происходит? Что происходит? Подожди! Не трогай меня! Не трогай! Ясемин, что с тобой, любимая? Что происходит? Любимая? Ты еще любимой меня называешь? Я что, совсем не знала тебя? Совсем не знала человека в моем сердце? Жаль. Позор мне! Ясемин, что я сделал? Что я сделал, кроме того, что любил тебя? Как ты можешь, зная правду, вынуждать общаться мою маму со своей? Что значит приходить просить меня, Ферит? У тебя совсем нет гордости? У тебя нет чести? Я сделал это ради нас. Для того, чтобы конфликт наших мам не навредил нам. Конфликт? Конфликт? Вот как? Как ты смог это сделать? Как ты принимаешь это? Здесь все еще со своей мамой в этом доме? Что вы за люди такие? Ясемин, послушай, у меня тоже все мысли запутались. Я тоже не знал. Боялся потерять тебя. Это твой страх потерять любимого? Это твоя любовь? Твое мужество? Да будьте наказаны Аллахом, и ты, и твоя мама. Ясемин, подожди, пожалуйста. Послушай, не поступай так с нами. Не поступай так с нами. Если хочешь, я больше не увижу лица своей мамы. Но пожалей нас, пожалуйста. Цыц! Больше нет никаких нас. Ты меня понял? Нет никаких нас. Не смей. Не смейте появляться передо мной. Не смейте. Ясемин, послушай, Ясемин! Ясемин! Я не смогу отказаться от тебя, ты поняла меня? Ты моя судьба, я не смогу отказаться от тебя и нас. Я не буду платить за грехи своей мамы. Твоя судьба? Да ты... Ты больной. Ты иди лечись. Ты маньяк. Ты ненормальный. Я не больной! Я влюблен в тебя, ты поняла? Я не отпущу тебя, Ясемин! Ясемин бросила меня! Ты видела? Бросила! Не начинай огонь, Ферит. Что не начинай? Она больше не вернется! Сказала, что больше не посмотрит мне в лицо! И это из-за тебя! Перестань винить меня в том, в чем сам не справился. Мне хватает своих проблем. Я не буду сейчас возиться с твоей ненужной любовью, хорошо? Я хочу, Ясемин, ты слышишь? Я хочу, Ясемин!
Я не могу отказаться от нее. Не отказывайся от нее, не отказывайся! Ты ради меня сделаешь все, Эко? Я сделаю все и даже больше, Бериджик. Ты попроси, а я улажу. Настолько серьезно. Этот урок математики очень скучный. И, может, ты что-то сделаешь, чтобы сорвать урок? Потому что моя душа совсем не хочет решать уравнения. Ты только попроси, я все сделаю. Не позволю никаким X и Z расстраивать мою любимую. Ты больше не переживаешь, это дело на мне. Сумма первых 3 членов равна 26. Сумма вторых 3 членов равна... Почему дуга сегодня не пришла? У меня сейчас другие проблемы. Я сконцентрирован, не отвлекай меня. С1, Д2, Е3. Ты уже внутри этого события, Эко. Внутри. Давай же. Учитель? В чем дело, Эко? Почему ты встал? Говорят же, что для каждого открыть свой путь. Что вы думаете по этому поводу? Я говорю тебе сесть, Эко. Я не смогу сесть. Почему? Я не могу сесть! Что ты делаешь, Эко? Выключи телефон и сядь на место. Я не могу выключить, учитель! Давайте. Выключи это. Я не могу пойти на свое место, учитель. Все ради любви. Хорошо, расскажешь свою проблему директору. Учитель, не надо? Танцуйте! Все танцуйте! Ты сказала ему сделать это? Ему самому захотелось. Причем здесь я? Эко хороший человек. Не расстраивай его. Мы все люди, дорогой Атэш. Пусть никто не расстраивает нас. Новость слышали? Какую новость? В папу Доги выстрелили. Его отвезли в больницу. Итог? Отстранение на 2 недели. Да ладно. Они немного преувеличили. Слушаю, сынок. Ты слышала о произошедшем, мама? Я еду к папе, я поговорю с ним. Атэш, жди меня, сынок. В одиночку ничего не делай. Качай быстрее, папа. Вот тебе быстрее. Вот тяна. Сейчас, если отвечу, и если нет, будут проблемы. Я же не знаю, что этот парень рассказал. Слушаю, Ясемин. К добру ли? Что я могу для тебя сделать? Где ты, зять? Где я? Я еду в Измит. Мне попалась дешевая машина, еду посмотреть. Привезти тебя оттуда, Пешманье? Перестань врать и изворачиваться. Где ты? Ну, конечно, если хочешь, я могу сразу пойти в полицию. Что из этого ты хочешь? Тогда давай вот как сделаем. Встретимся с тобой в заведении. Я уже тогда вернусь отсюда. Что я могу поделать? Жди там, я еду. Просто есть страдания, которые нужно вытерпеть, Яшар. Не смог держать рот в замке, да? С кем ты разговаривал, папа? Асия, иди сюда, вылезай. Иди сюда. Моя прекрасная. Давай я отведу тебя к твоей тете. У папы появилось дело. У тебя и так всегда дела. Ну что я могу поделать, дочка? В следующий раз тебя сюда приведу. Хорошо, возьмем и портфель. Не злись, мы еще придем. Оф, папа, оф. Это сделал ты, папа? Я потом позвоню. И тебе хорошего дня, дитя. Я тоже соскучился. Это сделал ты, папа? Нет. Не ври мне. Сначала угрожал мужчине, потом... Хватит! Не заставляй меня повторять. Я бы сказал, если бы сделал. Мне тебя стесняться? Все мои друзья посмотрели видео, на котором ты угрожаешь этому мужчине. Дитя, послушай, я всем совру, но тебе нет.
Хорошо? Я не делал этого. Я хочу поехать в больницу. Атэш, по-твоему, это хорошая идея? Сейчас там напряженная обстановка, сынок. Я знаю, но хочу поехать, мама. Мне надо увидеть Догу. Смотри, что у тебя с этой девушкой? Интересно, кому я говорю? Мы с тобой еще поговорим. Добро пожаловать, племянница. Лучше бы встретились в каком-то кафе, это место не подходит тебе. Это ты дал пистолет Ризгару. Ты теперь соучастник первой степени в этом преступлении. Что мне поделать, дочка? Он сам вынудил меня. Он сказал, что видел видео. Сказал, что мужчина убийца. Многими способами агитировал. Я был вынужден. Ты работаешь на Эмэль, не так ли? Вот, Сина, теперь с этой стороны обвиняй. При чем здесь Эмэль? Не ври мне! Ты получаешь деньги от нее? Послушай, дочка, ну ради Аллаха. Какие дела у Эмэль могут быть с таким убогим, как я? Если я ей руку пожму, она 3 дня из души выходить не будет. Я жду тебя, Эмэль. Нам надо поговорить. Мы поедем навестить господина Хакана, Йылдырым. Было бы хорошо, если бы мы не связывались с этим человеком. Я не спрашивала твоего мнения. Почему вы туда позвали господина Мехмета? А что нам надо было делать? Просто на улице в него выстрелить? Я немного показал племяннику путь. Зять! Господин Мехмет жив. Что могу сказать? Пусть Аллах дарует ему долгую жизнь, он хороший мужчина. И он будет искать тебя, ты ведь знаешь? В конце концов, ты тоже соучастник. Он не оставит это так. Послушай, клянусь, все, что со мной случается, из-за моего милосердия. Все происходит из-за моих благих намерений. Если они повесят меня из-за того, что я помог племяннику, пусть забирают, сжигают! Зять! Не может быть столько совпадений. Не смей говорить мне, что ты работаешь на Эмэль. Не смей. Клянусь, ты зря грешишь на меня. Зря грешишь. Ты найдешь того, кто выставил эту запись. Найди оригинал этого видео. А я буду умолять по поводу тебя, когда господин Мехмет придет в себя. Рюзгару необходимо посмотреть оригинал видео. Найди это видео. Это твое единственное спасение. Ты меня слышал? Аллах, Аллах. А если мама говорит правду, Рюзгар? Я говорю, что видел запись. Чего ты не понимаешь? Папа не совершал самоубийство. У него и так были отношения с сестрой Эмэль. Она сказала, что видела собственными глазами. Зачем ей Откуда врать? я знаю, зачем ей врать? Может быть, пытается убедить нас, что это было самоубийство. Папа не мог такого совершить. Ты сейчас попадешь в тюрьму? Не знаю. Возможно. Пусть будет, что будет. Мне все равно. Я сделал то, что правильно. Ты замечаешь, наша семья распалась на части. Все отдалились друг от друга. А что мне надо было сделать? Я не мог спокойно сидеть после того, как узнал. Я мог ничего не делать? Просто продолжить жить? Я боюсь и тебя потерять, Рюзгар. Я не смогу и тебя потерять. Эфе! Эфе, где ты? Я здесь, дорогой, иди сюда! Иди сюда! Это что, наушники, парень? Ты фантазируешь, а девушка где? Да перестань шутить и спаси меня! У меня же нет ключей! Принеси оттуда иголку или что-то другое, я все улажу, Яшар.
Хорошо, давай принесу. Подойдет? Подойдет, дай. Держи. Где записи, Эфе? Да перестань повторять одно и то же, как заезженная пластина, братец! У меня запястье сломано, дай открою! Дела запутались, парень. Даже не представляешь, невероятно запутались. Там, где ты находишься, этого не может не быть. Рюзгар выстрелил в Мехмета, знаешь? Мехмет умер? Нет, он в больнице. Держи. Ты тоже имеешь отношение к этому делу, да? Парень, связи МЛ идут очень далеко. А кто, ты думаешь, упаковал тебя? Я тоже был вынужден. Я кто такой? Сколько я мог сопротивляться в одиночку? Вынужденно сделали то, что сказали. Но дела стали отвратительными. Просто невероятно, ужасно отвратительно. Поэтому нам надо работать вместе, парень. Хорошо. Я сейчас вытащу это, Яшар. А потом будем работать вместе. Как? Вот так! Ты доволен? Мы расквитались? Еще даже не начали, Яшар. Думаю, расквитались. Выйди, я переоденусь. Ладно, я снаружи. Почему Рюзгар звонил тебе с утра? Рюзгар тебя туда позвал? Если бы господин Мехмет увидел вас, расстроился бы, чтобы вы знали. Пусть только поднимется, я согласна на это. Если кто-то в этом сомневается, пусть идет, потому что я не сомневаюсь. Я тоже. Ой, сестра Есимин, я не хочу. Хорошо, дорогая, поешь, поешь нехотя. Давай. Не стоило. Подумала, стоит. Есть новости, Чинар? Поговорим снаружи. Мне пойдет на пользу подышать воздухом. Ну, ладно. Дога, я на улице. Если что-то случится, позвони. Я сразу приду. Хорошо? Ладно. Здесь где-то остановись. Что мы тут ищем? Здесь меня сбила машина. Раз у меня нет, значит, она где-то здесь. Ах, Эфе, клянусь, знал, что ты врешь Елдерыму. Как дела, крошка? Скучала? Смотри. Есть что-то длинное? Около кресла есть.
Едем в больницу. Не, сначала нужно заехать кое-куда. Но я не расскажу, ты расскажешь. Пойдем. Вы знаете, кто это сделал? Хакан Кай? Еще ничего не известно. Но я думаю, что это не он. Почему так думаешь? Он не настолько глупый, чтобы сделать такое, когда могут подумать на него. Он ведь столько всего сказал. Я проверил телефон папы. Он утром говорил с Рюзгаром. Да, я вот не знала. О чем они говорили? Позвони и спроси Рюзгара. Я жду, Ясемин. Позвони Рюзгару и узнай. Это поможет в расследовании, нужно, чтобы он сказал. Ясемин, позвони Рюзгару. Сколько ты еще будешь врать мне? Рюзгар скинул этот адрес отцу. Это он его позвал, где в папу стреляли. В отца стрелял Рюзгар, Ясемин, не отрицай! Стой, стой, сломаешь дверь! Как эта дверь выдерживает? Никуда не исчезай. Я что, носок, чтобы пропасть? Я жду. Кого ищете? Рюзгара, тетушка. Рюзгара? Его дома нет. Нет. Скажите, что Эфе пришел. Я же сказала, дома нет. Аллах, Аллах. Не стой на пороге. Уходи. Давай, шагай. Давай. Иди. Бабушка, кто это? Ошиблись. Наверное, ошиблись. Кто пришел, бабушка? Какой-то Эфе. Ты знаешь его? Я покажу тебе что-то. Тебе не понравится. Но ты посмотришь. Потом пойдем к Доге. Где твой ноутбук? Ты разве не друг Доги? Что ты здесь делаешь? Мы будем в комнате. Что происходит, Рюзгар? Скажи что-нибудь. Ничего, бабушка, мы поговорим. Скоро придем. Чинар, клянусь, ты многого не знаешь. Я все знаю. Самоубийство твоего отца, про Эмель, все знаю. Этим утром мы все хотели рассказать Доге. Рюзгар стрелял в отца. Чинар, Рюзгара обманули. Правда, обманули. Эмели ему показала смонтированное видео. Брат... Из-за обмана твоего брата мой отец сейчас в реанимации борется за жизнь. Это ты называешь справедливостью? Чинар, он еще ребенок. Ребенок, он не знает, что делает. По-моему, он очень хорошо знал, что делал. И ты прекрасно знаешь, какое он должен получить наказание. Покушение на убийство. Статья 35 Уголовного кодекса. Наказание от 12 месяцев до 20 лет заключения. Ясемин, если с отцом что-то случится, твой брат за это заплатит. Знай это.
Если бы ты не был вынужден это смотреть. Раз ты сделал такую глупость, придется столкнуться с последствиями. Папа совершил самоубийство. Папа убил себя. Папа совершил самоубийство. Он убил себя. Ваш отец покончил с собой. Вот и все. Потому что у него не было смелости смотреть вам в лицо после того, что он сделал. Вот и все. Она сказала правду. Мама сказала правду. Что мне делать? Что я наделал? 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 Соберись, мы уходим. Соберись, нам нужно ехать. Я не поеду. Я не могу никуда поехать. Я не поеду, Эфе, я не поеду. Взять пистолет в руки было легче? Взять пистолет было легче, чем смотреть Доге в глаза? Я не смогу посмотреть! Что ты от меня хочешь? Где ванная? Где ванна? Шагай! Шагай давай! Давай! Иди! Здесь? Заходи! Отпусти моего внука. Ты мафия? Кто здесь мафия, очевидно, тетя. Не будем обманывать себя. На него посмотри, твой внук глава мафии. Заходи! Глава мафии здесь! Рюзгар! Тетя, прошу тебя, стой! Проходи, проходи! Включай! Проходи внутрь. Ты возьмешь себя в руки, понял меня? Ты соберешься и поедешь со мной. Мы будем рядом с ней. Будем ее поддерживать. Понял меня? Она не будет ни о чем подозревать. Она не будет задавать вопрос, почему Рюзгар не здесь. Понял меня? Понял? Раз ты можешь держать пистолет, то и это сделаешь. Открой дверь. Отпусти ребенка, отпусти. Я сказала тебе, открой. Как ты мог, папа? Как ты мог? Выходи, выходи. Смотри, смотри. У тебя есть 5 минут. Не 6, Рюзгар. Понял? 5. Шагай. Шагай. Послушай, если ты ему навредишь... Кто я такой, чтобы навредить ему, тетя? Главное, чтобы он нам не навредил. Он не знает, что делает. Ребенок. Он не знает, что делает. Он очень любил отца. Это из-за любви. Он поступил так, потому что любил. Из-за любви. Тогда почему мы не справляемся с этой любовью, тетя? Почему? Госпожа Эмаль, хотите, чтобы я с вами пошел? Нет. Что будешь пить? То же, что и ты. Когда ты сказала про Мехмета, что перейдешь к действиям, не думал, что ты зайдешь так далеко. Это не имеет ко мне отношения. Это была не я. Как много у него врагов.
Очевидно, его не любят. Я не верю в совпадение, Эмель. Я тоже не в восторге от них. Но я не имею к этому случаю отношения. Мы с тобой поговорили и пожали руки. И ты не имеешь к этому отношения. Верно? Кто-то был быстрее меня, я думаю. У русских есть любимая мной поговорка. Если вы приглашаете медведя на танец, то не вы решаете, когда танец закончится, а медведь. В этой истории медведь я, Эмель. Не играй со мной. Если бы это имело ко мне отношение, я бы не боялась в этом признаться. Но... Нет. Ясемин, я сделал то, что от меня требовалось. Нашел видео и показал Рюзгару. Я в курсе. Я говорила с ним. Ты мне дала слово, не забывай. Если они будут меня преследовать, мне конец, и я потащу Рюзгара с собой, чтобы ты знала. Я не смогу, Эфе. Почему, Рюзгар? Было легко стрелять в отца девочки? А теперь тебе сложно? Меня обманули. После просмотра видео ты мог повести себя по-другому. Но ты выбрал пистолет. Не вини других, друг. Вини себя. Тебя не обманули. Ты захотел, чтобы тебя обманули. Пойдем. Мама? Ты была права, мама. Ты была права. Ты была права. Прости. Прости, мама. Прости. Прости. Ладно. Это пройдет. Эти дни тоже пройдут. Не переживай, твоя мама рядом. Я здесь. Простите, госпожа. Да. Простите, что беспокою. Откуда я вас знаю? Я вас не знаю, господин. Простите, может ли быть такое, что мы виделись в долине любви в Каппадокии? Братец, ты путаешь. Это была не я, займись делами. Очень извиняюсь, не поймите неправильно, правда, очень извиняюсь. Последнее. В центре Ургюпа была кондитерская под названием «Плохой принц» или что-то такое. Может быть, там виделись? Мама? Ты меня только во сне увидишь, дорогой. Нет, я знаю, точно знаю откуда-то. Аллах, Аллах. Убийца. Убийца! Убийца!
Убийца! Как ты пришел сюда? Дочка, стой, успокойся. Твой отец мой адвокат. Мы просто пришли пожелать выздоровления. Это ваш муж приказал застрелить моего папу. Разве я не знаю? Маленькая, успокойся, успокойся! Пусти! Пусть останется в прошлом, Дога. Надеюсь, твой отец выздоровеет. Еще и выздоровления желает. Желает выздоровления. Ты шутишь, что ли? Это твой отец застрелил моего папу. Это сделал не он, Дога. Почему тогда ты сюда пришел? Почему пришел? Уходи. Уходи, я не хочу тебя видеть. Уходи. А ты ж, я говорила, что это плохая идея, сынок. Пойдем. Я могу что-то сделать для тебя. Ты пытаешься меня с ума свести? Я с ума Это сделал не мой отец, Дога. Я бы знал, если бы он. Кто тогда? Я не знаю. Но поверь, сделаю все возможное, чтобы узнать. Простите, мы приходили выздоровления пожелать. Еще раз скорейшего исцеления. Не будем напрягать обстановку еще сильнее. Давай, сынок. Давай, Аташ. Все. 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 Как ты узнала, что я их хочу, папа? Ты супер. Я предположил, малышка. Еще и пришел говорить скорейшего выздоровления. Я могу чем-то помочь. Убьешь или подождешь до утра? Но смелый парень. Нужно иметь смелость, зная, что тебя будут оскорблять. Плевала я на его смелость. Где ты был, Рюзгар? Я все время искала тебя глазами. Думала, может, прибежишь, но... Прошу прощения. Я шучу, забудь. Ничего нет. Он был со мной. Теперь я лучше понимаю тебя, ты знаешь, Рюзгар. Если ко мне сейчас приведут человека, который выстрелил в папу, я бы убила его сейчас. Я так зла. Я в туалет. Озвучено студией Алиса Дирилиш. Что я наделал? 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 Афе, что с Рюзгаром? Больница. Думаю, она повлияла. Парень же совсем недавно потерял отца. Да, верно, конечно. Ты прав. Я тоже сильно надавила на него. Когда в последний раз мы виделись в больнице, он потерял своего отца. А теперь и я... Чинар все знает, мама. Про аварию, про Эмель, про все знает. Значит, Мехмед опередил их. Все рассказал. Вот бы и я была такой же смелой, как он. Сейчас мы бы не мучились здесь. Про Рюзгара тоже знает. Утром Рюзгар звонил господину Мехмету. Отправил местоположение, чтобы он приехал. А Тамель что-то смогла узнать? Знала бы ты, как она играла. Делала вид, будто удивилась и все такое. Разве могу не знать? Но, думаю, у нее в руках больше ничего нет.
Как можешь понять, наш единственный выход — это показания господина Мехмета. Нет, Мехмет, такое невозможно. Он не сдаст Рюзгара. Я более чем уверена. Лишь бы он поправился. Пусть Мехмет поправится, этого хватит. Пусть останется в прошлом. Спасибо. Ты наверняка знаешь, что тут. Отдашь отцу, когда он придет в себя? Что эти записи делают у тебя? Пусть твой отец сначала поправится, все обсудим. Сейчас не время. Ты знаешь, кто застрелил отца, не так ли? Думаю, Доге пока не стоит это знать. Когда придет время, твой отец расскажет. Благодарю. За то, что был братом для Дуги, пока меня не было. На самом деле, это она была мне сестрой. Повезло именно мне. Она показала мне, что такое любовь сестры. Хочешь, покажу тебе фокус? Хочу, хочу. Хорошо, тогда жди. Смотри сейчас. Смотри. Сделай еще раз. Еще раз. Хорошо, еще раз. Как хорошо вы подружились. Асия, ты полюбила тетю Шукран? Очень полюбила. Ух, мой ягненок. Я тоже тебя полюбила, моя малышка. Я не малышка, я Асия. Ой, я извиняюсь. Ты же Асия. Ты центр цивилизации, конечно. Хоть Хандана не пришла, мы уже пойдем. Не будем отнимать твое время. Ой, ну что ты, разве может быть такое? Приходите в любое время. Хорошо, придем. Давай, вставай. Ох, ягненок мой. Вся в розовом. Ягненок мой. Давай. Идем. Тебе понравилось? Как вы хорошо повеселились, да? Папа, папа, папа! Молодец, дочка моя. Айтен, Айтен, Айтен. Держись подальше от Шукран. Да и зачем ты постоянно ходишь в это заведение? Так хорошо устроили свой порядок, а ты вставляешь палки в колеса. Еще и про порядок говорит. Моя сестра даже не знала, что ты женат, пока ребенок не родился. Ты обманул ее. Что поделать, если я привлекательный? Женщины в восторге. Они влюбляются в меня, это мое проклятие. Привлекательный, видите ли. Пусть Аллах покарает тебя, Яшар. Девочка, не проклинай меня тут, Аллах, Аллах. Что бы я ни делал, все ради Асии, делаю ради дочки. Я бы поговорила с твоей женой. Молчу, потому что твоя жена разведется с тобой. И ты полностью останешься на моей сестре. Ничего не говори. Держись подальше от Шукран, вот и все. Моя Асия, моя красавица! Красавица! Дога. Тетя Рабия, дитя мое. Дитя мое. Папу перевели в палату. Прекрасная новость, Дога. Слава Аллаху. Я приготовила вашу любимую еду, дети. Не принимаю возражений.
Это все будет съедено и не останется ни кусочка. Вы меня услышали? Сарма. Хорошо. Разве возможно возражать тебе, тетя Рабия? Дорогой, Здоровья рукам. давайте. За 6 лет Дога ни разу не обнимала меня. Не говорила добрых слов. Но с вами быстро сблизилась. И вправду, как давно вы знакомы? 2 месяца? Сразу к вам привязалась. И Мехмед тоже. Что между вами с Мехметом? Может, Дога с вами не сблизилась из-за этого качества? Какое качество? Судя по всему, вы совсем не знаете, где и о чем говорить. Почему ты не идешь к отцу Чинар? И так хорошо. Ты не обязан подавлять свои чувства. Все мы видели, что произошло, когда Рюзгар поддался чувствам, не так ли? Ты же трус. А ты двуличная. Тебя не волнует ни папа, ни я. Ты с самого утра здесь ради Рюзгара. Ты человек, не умеющий показывать свои чувства и не способный плакать. Тот, кто унижает людей вокруг, замаскировывая свои чувства. Самовлюбленный человек, который издевается над другими и упрекает их. Смотри. Рюзгар — половина моей души. Я сделаю все ради него. Если потребуется, буду плакать. Буду умолять, ругаться. Я сделаю все, Чинар. Но я сегодня здесь не ради Рюзгара. Я тоже здесь ради твоего отца. Я тоже молюсь за твоего отца. И я хочу, чтобы он выжил. Папа, я не рассказывала тебе историю про песчаного волка. Слушай внимательно, это прекрасная история. Жили-были. Вы поругались с Чинаром? Нет. Вот так закончилась история. Не рассказывай истории, голова лопнет, дочка. Папа! Папа!
Я столько пуль получил, не умер. Ты убьешь Ой, меня. извини, прости, прошу прощения. Папа, ты очень напугал меня. Очень напугал. Моя красавица. Папа. Кроме тебя никто за меня не переживает. Нет, нет. Все здесь. Я не пустила их. Ни на миг не оставляли, папа. Тетя Хандан, сестра Ясемин, Рюзгар. Все очень переживали за тебя. Я у тебя кое-что попрошу, дочка. Да. Папа пришел в себя. Что? Да. Наконец-то хорошая новость. Хочет с вами поговорить. Давай, Чинар. Нет, с тетей Ханданой, с Рызгаром хочет поговорить сюда, не с тобой. Не оставайтесь надолго, не утомляйте его, ладно? Хорошо. А ни при чем. Как я буду смотреть в лицо дяде Мехмету, мама? Ты ничего не говори. Оставь, пусть он говорит, ладно? Давай, я рядом. Я рядом с тобой. Рюзгар. Идем, садись. Идем. Я прощаю тебя всем сердцем. И ты прости меня, хорошо? Если бы я не должен был успеть к дуге, то остановился бы и помог. Сделал все, что в моих руках, поверь мне. Знаю, знаю. Прости меня. Прости. Ты меня прости, дядя Мехмед. Я увидел настоящие записи. Мама мне все рассказала. Мне очень жаль, дядя Мехмед. Я тебя не послушал. Не позволил тебе рассказать, дядя Мехмед, прости. Мне очень жаль. О чем они говорят, интересно? Ты что-нибудь знаешь? Не знаю, Дуга. Знаю одно. Я очень счастлив, что папа пришел в себя. Он может говорить с кем хочет и о чем хочет. И я так думаю. Что происходит? Сегодня мы все будем спать здесь, рядом с тобой.
Идите тогда ко мне под крылья. Мама. Ты высокомерный, самодовольный человек, не умеющий показывать свои чувства, не способный плакать, унижающий людей вокруг, чтобы не показывать то, что чувствуешь, издеваешься, упрекаешь людей. Папа, я... Знаю, родной. Знаю, сынок. Мы все поняли сейчас, мамочка. То есть, почему ты не носишь обручальное кольцо? Почему спишь здесь одна? Потому что душа не принимала. А как ей принять? Я ненавижу сестру Эмиль. Мне стыдно от того, что я тебе делала ради этой женщины, мама. Прости меня, хорошо? Тихо, единственная моя. Забудьте про эту женщину. Аллах, Аллах. Она даже не стоит того, чтобы о ней говорили. Легко забыть про Эмиль. А с папой что будем делать, мама? Я не прощу его до конца жизни. И я. Дети. Ненависть совсем не хорошее чувство. Мы все вместе сегодня пережили ее последствия, вы знаете. Я не говорю забыть и вести себя так, будто ничего не было, но... Не будем внедрять в эту семью ненависть, ладно? Я могу хотя бы этой ночью снова ненавидеть Эмиль? Можешь. Давай мы все можем, но только сегодня ночью. Иди ты сюда. Моя беда на голову. Güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa, çiçekler solup solup tekrar açıyorsa, en derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta söyleyin bana. En derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta söyleyin bana. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım. Elbette bazen söyleyip bazen susacağım. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım. Elbette bazen söyleyip bazen susacağım.
kaçıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım. Elbette bazen söyleyip bazen susacağım. Elbette bugün ağlıyorsam yarın güleceğim. Elbette Спустя 20 дней. sonra döneceğim. Почему мы не заказываем торт, как все нормальные семьи, папа? Сестренка, не начинай эту тему. Ну, не начинай, Дэфна. Моя красавица, обычай так легко не забывается из-за этого. Поняла? Когда мы поженились с вашей мамой, были настолько бедными. Торты на день рождения всегда готовил я. Ты посмотри, ради Аллаха. Сынок, я так завоевал сердце твоей мамы, понял? Прикладывая усилия, обдумывая все. Понятно? Очень легко сделать заказ торта из кондитерской. Важно уделять время своей любви. Ценить ее. Учись этому. Интересно, осталось ли воспоминание, которое нам боли не причиняет? Когда запачкалось прошлое, человеку кажется, что он и сам испачкался. Устроим маме сегодня вечеринку. Что скажете? На день рождения. Но торт закажем. Точно. Ну, может, и Догу позовем. Потом, может, и тетю. Но без зятя. Без зятя. Но маме ничего не говорите, ладно? Я не думаю, что она даже в курсе о дате. И я. Тогда договорились. Что вы здесь делаете? Заседание совета? Ну да. Ах, мой Джеляль. Ах, мой Джеляль. Не могла поверить. Несколько дней отрицала. Ну, отрицай сколько хочешь. Правда не меняется. Ты совершил эти грехи. Изменил жене. Но для меня ты всегда будешь моим черноглазым, сынок. Ни один день не буду ругать тебя. Никогда не скажу плохого о тебе. Но твои дети... Твоим детям очень больно, Джеляль. В их сердцах открылись глубокие раны, которые не закроются. Вот поэтому ради них я никогда не смогу тебя простить. Вот поэтому я
умру. С обидой на тебя. Добро пожаловать. Эмэль нет? Прошу вас, она внутри. Тетя Наджмия. Если хотела проведать после операции, то прошло 20 дней, опоздала. Если пришла ругаться со мной, то давайте не будем испытывать нервы друг друга. Я не пришла ругаться. Я пришла сказать тебе спасибо. Спустя столько лет ты напомнила мне про ценность моей невестки. Оказалась моя невестка женщина с золотым сердцем. Честная женщина, целомудренная. Даже если поздно, благодаря тебе я это поняла. Да будет доволен тобой Всевышний. Мы снова стали такой прекрасной семьей. Мы все снова сблизились. Пусть Всевышний посылает тебе таких же людей, как ты сама. Больше нечего сказать. Еще. Смотри, ты не будешь возиться с моей семьей. А если будешь, то вспомни те дни, когда ты ходила с тростью, потому что я сделаю хуже. Больше нет слов. О, господин Мехмед, смотрю, вы уже на ногах. А могу узнать, у кого попросили разрешения, чтобы выйти? Дочка, меня больше и дня никто не удержит в этой постели. Прости уж. Что за спешка, я не понимаю. Ну хватит, я устал. Пойми меня уже. Или же есть люди, которых вы хотите увидеть, господин Мехмед? Скажи дяде Хайдару, чтобы подготовил машину. Сегодня поеду в школу с тобой. Видеть тебя таким прекрасно, папа. Давай, беги. Ладно. Сможешь найти того, кто стрелял в адвоката? Может, смогу. А зачем? Потому что для меня это важно. Дитя, это я понял, но почему важно? Мы одноклассники с его дочкой. Я не хочу, чтобы она считала меня сыном убийцы. А как хочешь, чтобы она к тебе относилась? Так ты найдешь? Найду. Но ты, поговорив с мамой, переубедишь ее насчет развода. Этого я не сделаю. Но я могу после вашего развода жить с тобой. Больше этого ты от меня не получишь. Сынок, ты очень хорошо торгуешься. Договорились. Джарен, привет. Привет. Это нужно отдать курьеру. Хорошо, я займусь, спасибо. Нужно поговорить, Ясемин. Нет, нам не нужно говорить. По-моему, нам нужно держаться друг от друга подальше. Ясемин, пожалуйста. Ты стой ровно, а я пройду, хорошо? Кажется, ваше расставание Ферит не примет. Я уже не могу смотреть, как он каждый день отправляет цветы, думая, что вернет тебя. Даже я устала их выкидывать каждый день, а он не устал их отправлять. Стой, я тоже иду. Снова цветы? К сожалению. Я говорю охране не пропускать, но каждый раз, меняя имя, снова отправляет.
Да, типичный Ферит и его зацикленности. Не поняла, госпожа Суда, какие? Зацикленности. Неужто вы... Пусть каждый следит за своим делом. Суда беременна. От кого, интересно? Ты знала, что у нее кто-то есть? Давай выпьем кофе, Есемин. Нам надо кое-что обсудить. Да, оставлю это. Пойдем. Давай. Ты сегодня очень красивый. Если, когда я выздоровлю, комплименты закончатся, я отказываюсь лечиться. Рюзгар? Вечером мы отмечаем день рождения мамы и вас приглашаем. Это будет сюрприз. Что скажешь, папа, пойдем? Если вы придете, мы будем очень рады. Конечно, обязательно придем. Я и так сегодня позвонил бы госпоже Хандан. Не переживай, не испорчу ваш сюрприз. Тогда до встречи. Передай привет сестре Хандан. Хороших вам занятий. Спасибо. Увидимся, папа. Увидимся, сынок. Ты очень любишь жизнь, значит, адвокат? Не каждый может поймать столько пуль и встать на ноги. Только твои показания меня смутили. Стреляли с такого близкого расстояния, а ты не видел, кто это? Интересно? У нас первое слушание через неделю, господин Хакан. Я бы на вашем месте думал об этом. В голову человека приходят самые странные вопросы. Думаю, может, этот адвокат кого-то защищает? Не сглазить бы, дети подружились. Может, нам собраться всем вместе на мангал в саду, адвокат? Что думаешь? Я могу знать, от кого беременна Суда Есемин. Да? Девочка, ты что, королева сплетен? Сказала бы, чего молчишь? Обычно я бы не стала говорить, но уже нет смысла скрывать. Ну, не говори уже загадками. Этими речами ты убьешь человека. Есть большая вероятность. Отец этого ребенка Ферит. Я беременна, Эмель. Поздравляю. Запрыгнула в последний вагон? Да? Не от Мехмета, наверное. Я говорила с доктором. Он сказал, это может быть последний шанс. Если сделаю аборт, могу больше не забеременеть. Ты сильная женщина, Суда. Тебе не нужен мужчина, чтобы воспитать ребенка. Говорю, если ты беспокоишься об этом. Не вздумай делать аборт. Роди. Роди, чтобы хотя бы понять. Увидеть, как все, что казалось важным в жизни, потеряет для тебя значение. Роди. Ребенок от Ферита. Помнишь день, когда вы с Чинаром пошли к Суде? Ну и? В тот день Чинар нашел в ванной украшение Ферита. Потом он поговорил с Феритом. Сказал, чтобы он тебе признался. Сказал, иначе он сам расскажет. Но Чинар мне не рассказал, потому что я помешала. Думаю, что узнав про отношения Ферита и Суде, ты работу бросишь. Я заставила Чинара молчать. Суде и Ферит? Да?
Прекрасно, они могут быть парой тогда. Ты не расстроилась? Да нет, мне-то что? Оставь это. Еще одно доказательство, что я была права, бросив Ферита. Если скажешь, что знаешь об этом, он скорее оставит тебя в покое. Хоть какая-то совесть должна быть. Ой, нет. Оставь, Юль. Не буду, пусть держится подальше. Подальше от меня, поближе к Всевышнему. Кажется так, правда? Невозможно. Даже не думай. Я ничего не жду от тебя или Ферита. Просто хотела поставить вас в известность. Вот и все. Я рожу этого ребенка, Эмэль. Не позволю. Я и не прошу разрешения. Я сильная женщина. Мне не нужен мужчина, чтобы воспитать ребенка. Не играй со мной сюда. Я не позволю тебе родить этого ребенка. Я не позволю тебе забрать жизнь моего Ферита. Я ни у кого ничего не забираю. Я сказала, что ничего от вас не хочу. А я поверила сюда. Эмэль, смотри, я не поставила тебя перед фактом. Не пришла с ребенком на руках. Я, как человек, пришла и рассказала ситуацию. Хочешь ты этого или не хочешь? Я решила. Я не похожа на тех девушек в жизни Ферита, Эмэль. По этой причине веди себя со мной достойно. Хочешь Фериту расскажи? Хочешь, не рассказывай. Мне совсем без разницы. Проклятие! Слушаю. Пришло время поговорить, Эмэль. Жду тебя дома. Хандан, я не смогла там больше работать. И так вместе со мной еще 5 человек бросили работу. Ну вот, сестра Итан, из-за таких мерзавцев страдают те, кто пытался зарабатывать на хлеб честным путем. К сожалению. Спрошу кое-что, сестра. Ты бы хотела работать тут со мной? Возьми свою машинку, поставим куда-нибудь. Будем делать только аренду помещения, а заработок каждый забирает свой. У меня такая идея. Ну что скажешь? Всевышний знает. Я тоже хотела тебе это предложить, но постеснялась. Я бы тоже всем сердцем хотела. Я так рада. Ты помогла мне в сложные дни. Теперь моя очередь. Ох, я сейчас расплачусь. Я так рада, спасибо. Легкой работы. О, добро пожаловать. Спасибо. Прошу. Очень красивые, спасибо. На этот раз я привез вместе с вазой. Просто в тот раз он разбил вазу о голову Адиля. Ох, как хорошо вы сделали. Спасибо вашим рукам. Ты встал на ноги? Я пришел, чтобы украсть тебя в кинотеатр. Ну, не знаю, это магазин. Хандан, дорогая, ты иди, я здесь. Ты совсем не переживай. Буду следить, как за собственным магазином. У тебя и отговорок не осталось. Давай. Хорошо, тогда я сейчас подготовлюсь. Прошу. Оставлю это здесь. Кстати, я уже давно не ходила в кинотеатр. Именно. Я тоже. Ладно, откуда пришла тебе в голову? Не знаю, хочется что-то поменять. А на какой фильм пойдем? Не знаю, ты выбирай. Мне выбирать? Очень сложно. Что ж, я выберу. Вот этот. Ну, у тебя великолепные критерии выбора фильма. Не так ли? Давай пойдем. Пожалуйста, 2 билета. Хочешь, что-то купим? Да. Большой попкорн и бутылку воды, пожалуйста. Хорошо, ладно.
Попкорн большого размера и 2 воды, пожалуйста. Прошу. Спасибо. Надеюсь, молодежь выключит телефоны, когда начнется фильм. Я не думаю. Молодежь теперь не может сконцентрироваться на чем-то одном. Хотят делать все одновременно. Нас тоже нельзя считать старыми. Верно, нельзя считать. Ах, если бы Дафна услышала этот разговор, точно сказала бы так. Не разговаривай как бумер. У нас великолепные дети. Нам очень повезло. Я не говорил, что идеальные, сказал, что великолепные. Попкорн? Я не поняла, почему ты сразу не сказал мне, что Ферит и Суда вместе, а дал Фериту шанс? Зачем ты это сделал? Я думал, он проявит смелость в том, чтобы рассказать тебе правду. Даже если и в последний момент, но я хотел, чтобы он повел себя достойно. Он предпочел превратить ту комнату в цветочный сад и скрыть инцидент. Ты не был обязан давать такой шанс человеку, который ударил тебя, Чинар. Мы, мужчины Муслоуглу, такие. Когда видим возможность получить рыцарское звание, мы не можем ею не воспользоваться. Когда проводишь время с людьми, думаешь, что узнаешь их, и даже знаешь их внутренность. Но потом хоп, смотришь и видишь, что ты абсолютно не смог их узнать. Это было больно. Ты говоришь о Ферите или о своем папе? Об обоих. Легко избавиться от возлюбленного, бросив его. Но семья — это другая тема. Чинар, то, что ты сделал в больнице, было ошибкой. Я послушал тебя, Ясемин. Я не испугался своих чувств. Вел себя так, как захотел. Чинар. Ясемин! Что ты делаешь с этим человеком? Ферит, Ферит, не смей. Не смей совершать глупости, хорошо? Уходи, пока не унизил себя еще больше. Идем поговорим с тобой. Нет! Пойми то, что тебе говорят. Остановитесь, остановитесь. Это тебя абсолютно не касается. Это между мной и Ясемин. Что вы делаете? Больше ничего не может быть между тобой и Ясемин, понял? Больше не смей появляться перед Ясемин. Ферит, Ферит. Ясемин. Мне правда жалко тебя. Мне жалко тебя, посмотри на свой вид. Я не откажусь от тебя, Ясемин! Ты услышала меня? У Ферита были психологические заболевания?
Его состояние ненормальное, это беспокоит меня. Ну, я не знаю, обычно он был совсем не таким человеком. Он был очень милосердным, у него было мягкое сердце. По правде, я тоже удивлена тирану, который вышел из него. Хочешь, чтобы я получил запрет на его приближение? Может быть, но мне тоже не понравился его взгляд. Он был странным. Чинар, стой. Прошу, остановись. Я не смогу так поступить с Эйлюль. Ты права. Сначала мне надо поговорить с ней. Ну, Эйлюль очень хорошая девушка. Она не заслуживает этого. Мне жаль, но я не смогу сделать этого, Чинар. Senin galiba. Ne olmak istiyorsun ileride? Dünyada bir türlü hali var diyorum ben. Sen de beni istemiyorsun. Allah'ın kıyameti şu mazlum. Bununla neredeyse düz yaptılar. Yol göster. Я сегодня видел нашего адвоката. Немного побеседовали на ногах. Я даже не знаю, мне удивляться тому, что мужчина, в которого попало 4 пули, стоял на ногах, или тому, что вы беседовали. Я сегодня не собираюсь тянуть, Амель. Я думала, ты позвал меня пообщаться. Нет. Я позвал, чтобы угрожать тебе. Если ты не поделишься со мной записями, которые у тебя на руках, у тебя на глазах выстрелю в голову твоего сына. И еще, не говори, что у тебя нет записей. Давай не будем на пустом месте прикалываться над умом друг друга. Я хочу знать, кто выстрелил в адвоката и кого он защищает. «3 миллиона просмотров, дружище! Каждый день количество увеличивается. Я уже, считай, будущая звезда. Еще несколько видео, и смотри, я звезда!» Ya Ya biz o anı nasıl kaçırırız ya? И правда могли быть свидетелями этого. Вы лайкнули видео? И не забывайте писать комментарии. Вы чувствуете энергию, которая витает в воздухе? Рождение нового феномена ЭКО. Потом расскажете своим детям о том, что вы вместе со мной учились. Что ЭКО очень любил вас и тому подобное. Ах, моя Бериджик. Даже в цветном мире славы я тебя не забуду, моя единственная. Я хотела его опозорить, а он завершился. Я с ума сойду. Я даже не хочу думать об этом. Ты видела его просмотры? Столько подписчиков пришло. У него больше подписчиков, чем у меня. Это невероятно. Просто ужасно. Полный ужас. Ты сразу опубликуешь? В нашем деле важно подобрать нужный момент, Эмель. Ты не можешь угадать, когда и где тебе понадобится Джокер. Для такого Джокера стоит подождать. Торт тоже отнести? Да-да, не будем ничего здесь оставлять. Я говорил с Догой, они скоро будут.
Чинар тоже приедет. Столько раз говорили, сестра. Может, он поменял свое решение? Я-то откуда знаю? Для этого есть причина? Дэфне, откуда я знаю? Я просто так болтаю, а ты будто допрашиваешь меня. Нам нужно что-то знать, сестра. Если тебе нужно будет узнать, ты узнаешь. Займись делами. Рюзгар, посмотри, брат Чинар поменял свое решение или тоже пришел? Я посмотрю. Мне уже 16. Не щипай меня уже так. Мы же ведь не опоздали? Нет, проходите. Брат Чинар тоже пришел, не поменял решение. Мы чего-то не знаем? Это семейная шутка. Локальная. Для нас. Я возьму. Возьми. Папа написал. Почти тут. Выключу свет. Вставайте, давайте. Я зажгу свечи. Ну, давай. Это был прекрасный день, Мехмед. Спасибо за все. Пожалуйста. И для меня тоже хороший день был. Доброй ночи. Дома никого нет? Нет, все дома. Я говорила, сказали, что дома. Свет не горит. Обычно они не ложатся в такое время. Я буду переживать. Давай посмотрим. Что ж, давайте. Где же они? Тапочки. Дети? Я пришла. Аллах, Аллах. Мамочка, с днем рождения. Ох, дорогие мои, спасибо большое. А ты, конечно, все знал. Моей обязанностью было отвлекать себя, пока дети все готовили. Загадай желание, потом подуй свечи. Ладно, загадываю. Загадала. С днем рождения, мама. Счастливых лет. Дорогие мои, спасибо большое. Дорогие мои. С днем рождения, мама. Больше не расстраивайся. И вы. Честно, я очень стесняюсь. Правда. Я слушаю, госпожа Наджмия. Спасибо, сынок. Ты спас жизни ребенку. Пусть Аллах будет доволен тобой. Он невиновен. Очевидно, кто тут виновен. Да, но очевидно, кто нажимал на курок. Эти пули могли и твоих детей разлучить с тобой. Аллах уберег. А наш стал бы убийцей. Это все прошло. Не будем больше говорить об этом и расстраиваться. Теперь ты мне ничего не должен. Я простила тебя. Хотела, чтобы ты знал. Поцелую вашу руку. Спасибо вам, госпожа Наджмия. Пожалуйста. Для меня
Очень важны ваши слова. Спасибо. Тебе спасибо. Тебе спасибо. Ну, пойдем. Дети разрезали торт. Идем. Прошу. Между вами что-то есть, сестра? Не говори глупости, Дафне. Хорошо, я не буду, но тогда ты закрой рот, хорошо? Они все съедят, чтобы вы знали. Пусть едят. Пусть едят, но и нам пусть оставят. Держи, бабушка. У меня сахар сейчас поднимется, не буду. Приятного аппетита вам. Ладно, хорошо. Спасибо. Доброго вечера. Спасибо, дочка. Прошу. Спасибо. Есимин, принеси вилку. Счастливых лет, Хандан. Спасибо всем нам. Ты король, Ферит. Получишь все, что хочешь. Раз мы такие сильные, мама. Такие особенные. Почему они счастливы, а мы одиноки? У нас нет людей, которые нас любят. Что мы делаем не так? Я не считаю, что мы поступаем неправильно, Есимин. Но если мы будем отрицать то, что между нами, тогда поступим некрасиво по отношению к себе. Я завтра буду ждать тебя в порту. Мы впервые увидели друг друга на пароме. Давай завтра снова сядем на паром. Но на этот раз напишем нашу историю по-другому. Если ты не придешь, станет известно, кто из нас трус. Я приду, Чинар. Ты знал о том, что Суда беременна? Не знал. И меня это не волнует, мама. Смотри, я не поверила в ее слова, что ей ничего не надо. Не смей. Она знает наш самый большой секрет. Если еще и родит этого ребенка, будет водить нас вокруг пальца. Сделает нас своими игрушками. Я сказал, что меня это не волнует. Меня волновало лишь одно, и это Есимин. И я ее потерял. Отныне меня не волнует ничего. Ты же не потерял Есимин.
Даже вот что скажу. Ты к ней близок, как никогда. Как это? Теперь слушай меня. Мы впервые увидели друг друга на пароме. Давай завтра снова сядем на паром, но на этот раз напишем нашу историю по-другому. Если ты не придешь, станет известно, кто трус. Сестра? Ризгар? А братик? Ты правда прикрыла бы меня? Сделала бы все, чтобы я не сел в тюрьму. Мой единственный. Иди. Я бы и глазом не моргнула. Даже если это противоречит всем принципам? Мой единственный. С тобой играли. Эта женщина воспользовалась твоей болью. Да, может, ты нажал на курок. Но они дали тебе в руки оружие, Ризгар. Поэтому, конечно, я бы и глазом не моргнула. Отныне никаких ошибок, сестра. Посмотришь на своего брата, увидишь, будет ли он ошибаться. Мой единственный. Ферит, что ты сделал? Подготовил стол, который бы подошел этому особенному моменту. Тебе понравилось?
Мы с тобой будем очень счастливы, любимая. Плохие дни остались позади. Сегодня первый день для нашей новой жизни. Отныне все будет прекрасно. Ты ненормальный. Быть нормальным очень скучно, любимая. Феррит, смотри, тебе придется поплатиться за то, что ты делаешь. Давай сначала посмотрим что-то романтичное, любимая. Ты же хочешь спасти своего брата, не так ли? Любимая. Уж с самого начала у Эмэль был такой план. Думаю, можно обойтись без всяких процедур. Она отвела туда Ризгары, чтобы снять это видео. Молниеносный брак. Да, брак будет логичным решением. Потом ты сразу переедешь к нам. Ты, я и мама. У нас будет очень счастливая жизнь, любимая. Озвучено студией Алиса Дирилиш.